Здравствуйте, Александр Владимирович. Сегодняшний наш эксперт является исполнительным директором Казахстанского совета по зеленому строительству. И сегодня мы хотели бы взять у вас интервью от компании GT Global. И первый вопрос, что всем нам интересно, что такое зеленое строительство? Что такое зеленые технологии? Здравствуйте, с удовольствием отвечу на этот вопрос, поскольку занимаюсь этой проблемой не первый год. По оценкам экспертов, в мире здания потребляют сейчас примерно около 40% всей вырабатываемой энергии, 67% электричества, 40% сырья и 14% запасов пресной воды. Ну и здания производят примерно 35% выбросов парниковых газов. В этой связи это серьезный сектор, на который нужно обращать внимание при переходе любой страны на зеленые рельсы, зеленую экономику. Мировая строительная индустрия сейчас уже осознает этот большой, так сказать, ресурсный след, который образуют здания. Это и углеродный след, и водный след, и сырьевой след. И осознав эту угрозу глобального использования ресурсов, она постепенно переходит на рельсы зеленого строительства. Что же такое зеленое строительство? По аббревиатуре Всемирного совета по зеленому строительству зеленым зданием называется здание, которое снижает влияние на окружающую среду и, в частности, на глобальный климат. Это особо подчеркивается. Но мы знаем, что чтобы построить здание, нужно произвести материалы строительные, значит, нужно потратить энергию, воду, ресурсы с тем, чтобы их произвести. Затем нужно их доставить до точки строительства. Это тоже расходы транспортные, опять расходы энергии, топлива, использование машин, механизмов и так далее. Наконец, построить здание тоже требуется, опять же, энергия, опять расходы, опять вода, опять ресурсы и тому подобное. Вот все, что до этой точки я назвал, это называется, как правило, таким воплощенным углеродным следом. То есть это здания, которые уже произвели определенный выброс парниковых газов благодаря произведению стройматериалов, производству стройматериалов и строительству. Дальше, когда здание построено, оно начинает производить снова выбросы парниковых газов, да, потому что оно эксплуатируется. Мы потребляем тепло, чтобы не замерзнуть, мы потребляем холод, чтобы охладиться летом, это энергия, мы потребляем электроэнергию, чтобы осветить свое здание, мы потребляем электричество, чтобы у нас работали приборы, оборудование, механизмы. Наконец, мы просто хотим жить в красивой квартире или существовать в красивом, работать в красивом офисе. На все это нужна энергия. И вот здесь здания опять же производят выбросы, потому что они потребляют энергию. И вот зеленые здания – это здания, которые снижают и первую часть, и вторую часть углеродного следа. Вторая часть называется эксплуатационный углеродный след. То есть это след, который образуется от эксплуатации здания. И вот воплощенный след, то есть в строительстве, и эксплуатационный след при эксплуатации здания, зеленые здания, они стараются снизить его. Каким образом это происходит? Опять же, это происходит благодаря наличию новых технологий в строительстве, которые сейчас уже сравнительно широко начали распространяться. Что это за технологии? Это прежде всего целый комплекс энергоэффективных строительных материалов, которые позволяют сэкономить энергию тепловую, электрическую, воду также сюда относится при эксплуатации зданий. Это различные стеновые материалы, это различные инженерные оборудования, там, рекуператоры тепла, автоматизированные системы отопления и тому подобное. Ну и во-вторых, зеленые здания – это здания, построенные из экологически чистых материалов. Например, таких как сертифицированная древесина и некоторые другие. С одной стороны, это уменьшает влияние на экологию, потому что мы не забираем очень большое количество ресурсов с окружающей среды. Мы стараемся изготовить эти материалы, может быть, из переработанного сырья, из специальной древесины, которая выращивается для этих целей, не, так сказать, выпиливая лес где-то там в тропиках, либо в северном лесном поясе, не снижая легкие планеты, как обычно говорят. Ну и, конечно, такие экологически чистые материалы, с другой стороны, они не влияют отрицательно на здоровье человека, потому что мы находимся большую часть своего времени в здании проводим. И если вокруг нас окружают экологически чистые материалы, то мы будем их чувствовать себя в большем комфорте. Значит,
наше здоровье будет в относительной безопасности. В этой связи, когда мы говорим о зеленых зданиях, я бы еще добавил, что это здания дружелюбные по отношению к человеку. Не только они не влияют или влияют мало на окружающую среду, но они еще и не влияют сильно на здоровье человека. Все это в комплексе положительно влияет на окружающую среду и самого человека, поэтому зеленые здания как бы получаются вдвойне эффективными по отношению к природе и по отношению к человеку. Большое внимание в зданиях зеленых уделяется также водопотреблению. Есть такое понятие сейчас водный след. Все знают, наверное, углеродный след. Это след количества СО2, которое образуется, как я уже сказал. А водный след – это след, который меряется там в кубометрах, в кубокилометрах, который сектор зданий использует для каких-то нужд, как в строительстве, так и при эксплуатации. Ну, кстати говоря, вот мне смс-ка пришла буквально вчера о том, что, к сожалению, в столице у нас будут ограничивать подачу воды. Вот это все уже знают, наверное, да? По часам будет напор благоприятный, то есть нормальный, по часам будет в 2 часа пониженный. Вот это первая ласточка, первая весточка, первый, так сказать, звоночек на то, что необходимо переходить к полноценному зеленому строительству. Знаете, когда мы оцениваем зеленые здания, особенно вот последние годы, да, то почему-то вот таким водным технологиям не сильно уделяется много внимания. Говорят, ну, воды у нас достаточно, вот, да, энергию надо беречь, но воду, ну, что мы можем сделать? А есть целый комплекс водосберегающих технологий. Например, дом стоит, и вокруг него растет сквер, палисадник, так сказать, газон, его надо поливать. Спрашиваешь, какая стратегия заложена в вашем проекте? Никакой. А это может быть стратегия капельного орошения, например. Это может быть стратегия высаживания таких растений, которые требуют очень малого полива, то есть для экономии воды, и ряд других. Может быть использование дождевой воды, специальные отводы есть, кровли там и так далее. Нет, как правило, у нас, к сожалению, да и во многих странах также почти сейчас происходит, еще к этому не дошли. Но это тоже элемент зелености такого здания. И это далеко не перечень, не полный перечень тех требований к зеленым зданиям, которые я перечислил. Тем не менее, основное, что я бы хотел сказать, что в зеленых зданиях приветствуются все возможные доступные технологии, которые снижают отрицательное влияние на окружающую среду, климат и, конечно, здоровье человека, который будет проживать или работать в этом здании. Таким образом, цель зеленого строительства в мире – это снижение уровня потребления энергетических, материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания и сбережение нашего здоровья. Ну и я бы здесь еще провел такую статистику, что в настоящее время зеленое строительство получило распространение примерно, вот по анализу, так мы смотрели, примерно в 135 странах уже построено порядка 100 тысяч зеленых зданий общей площадью 1 миллиард квадратных метров. И это не только жилье, это и торговые помещения, офисы, это и какие-то развлекательные учреждения и, конечно же, наши жилые здания. Спасибо большое. Также есть вопрос, вот использование энергосберегающих технологий в строительстве. Почему на это нужно обращать внимание? Действительно, вопрос очень важный. Надо отметить, что важное значение, важное место в зеленых зданиях отводится именно энергосбережению, поскольку в городах сейчас здания – это основные потребители энергии, это тепла, электрической энергии и горячей воды. Эти все ресурсы нам жизненно необходимы, особенно в зимнее время, когда у нас довольно холодно. Ну и летнее время мы все равно потребляем электроэнергию, горячую воду для того же самого охлаждения, для того, чтобы помыть руки. Требования к зеленым зданиям – это быть зданиями с высоким уровнем энергоэффективности. Что это такое? Это как можно меньше расходовать энергии, но при этом сохранять тот комфорт, к которому мы привыкли в здании. Чтобы в здании было комфортно и зимой, комфортно и летом, было освещение подобающее, чтобы не влияло на органы зрения, потому что при плохом освещении тоже, вы знаете, страдают наши органы зрения. Чтобы в здание подавалось достаточное количество свежего воздуха, работала вентиляция и так далее. Это все зависит как раз от энергопотребления. А вот сейчас развиваются технологии, которые позволяют строить именно энергоэффективные здания. К таким технологиям относятся прежде всего, конечно, энергоэффективные отопительные установки.
Значит, если здание отапливается самостоятельно, индивидуальная печь стоит в здании или котел, то он должен быть энергоэффективным. Такие современные котлы, они автоматически определяют потребность в энергии, автоматически подают топливо, количество которого строго регламентировано, и таким образом отпускают тепло, которое необходимо в здании. К этому нужно добавить, что в современных зеленых зданиях сейчас устанавливаются активно малые возобновляемые источники энергии. Что это такое? Это источники, которые используют энергию солнца, энергию ветра, геотермальную энергию для того, чтобы частично снять, так сказать, потенциал использования обычных ресурсов. Ну, к примеру, есть здания, которые уже 30-40% потребляют энергию возобновляемых источников энергии, и там 60-70% традиционных. Есть здания, которые уже потребляют 100% возобновляемой энергетики и относятся как бы к энергонейтральным зданиям, то есть они не потребляют энергию обычных источников. И есть здания уже профицитные, то есть они даже потребляют меньше, чем производят из возобновляемых источников энергии, и остатки передают в городскую сеть. Такие здания тоже есть. Но говоря о зеленых зданиях, хочется отметить, что если такое здание подключено к централизованным источникам теплоснабжения, то там обязательно должен также устанавливаться автоматизированный тепловой регулятор или пункт, который отбирает столько тепловой энергии из тепловой сети города, сколько необходимо зданию. Ну и в каждом помещении такого здания обычно находится терморегулятор, которым можно регулировать температуру в помещении. Например, если в вашей комнате собралось много гостей, много людей, каждый человек – это выделитель тепла. Как говорят эксперты, один человек – это одна лампочка обычная, да, вот лампа накаливания. И если у вас достаточно много гостей, то вам можно уменьшить потребление тепла из вашего радиатора отопления, поскольку гости тоже выделяют тепло. Но когда вы один или вы хотите согреться, тогда вы можете увеличить подачу тепла и тем самым прогреть температуру воздуха. При этом, когда вы уходите на работу, либо покидаете офис, можно тоже отрегулировать тепло, выставить там минимальную температуру, которая будет комфортной, там, скажем, 15-17 градусов, которая вне, когда отсутствуют люди, достаточно нормально. Для экономии электроэнергии в зеленых зданиях также должны быть установлены энергосберегающее оборудование. Это лифты, это насосы, это эскалаторы, которые потребляют малое количество электроэнергии. Все они должны иметь паспорт энергоэффективности, и по нему класс энергоэффективности должен быть не ниже, чем А-класса, то есть это высокий класс. Ну и сами здания, когда строятся, чтобы они назывались зелеными, нужно проверить класс энергоэффективности. И, как правило, зеленые здания – это здания, построенные с высоким или очень высоким классом энергоэффективности. Сейчас в Казахстане у нас разрешается строить здания с нормальным классом энергоэффективности. По существующей схеме, по существующей шкале это здание С-класса. Вот. Но здание, чтобы называлось зеленым, конечно, приветствуется строить с более высокими классами. Это класса А и класса Б. Это высокие и очень высокие здания. Ну и, конечно, само собой разумеется, что зеленые здания должны обеспечивать минимальные утечки тепла из здания. То есть должны быть установлены энергоэффективные окна, энергоэффективные стены смонтированы, чтобы они теряли как можно меньше тепла. Ну, кстати, утечки тепла очень хорошо видно, если посмотреть тепловизором, то сразу будет видно, где здание имеет огрехи. Вот зеленое здание, оно должно не иметь таких огрехов. Ну и еще вот я был во многих местах, тоже в Европе особенно, очень модно стало устанавливать так называемые рекуператоры. Что это такое? Это оборудование, которое отбирает тепло, выходящее из вентиляции. Вот это тепло, оно повторно возвращается для отопления зданий, потому что наши вентиляционные системы обычно теряют 35-40% тепловой энергии. И было бы неразумно эту энергию просто выбрасывать в окружающую среду. Вот эти устройства, они возвращают это тепло через определенное оборудование и возвращают его в помещение. Таким образом, здание теряет гораздо меньше и сразу становится более энергоэффективным. Подытоживая ответ на ваш вопрос, скажу, что
роль энергосберегающих устройств в зеленом здании огромна. И вот если мы говорим о зеленом здании, то в первую очередь как бы думается о том, что здание должно быть энергоэффективным. Насколько популярны зеленые здания в Казахстане? Есть ли вообще перспективы? Да, очень хороший вопрос. Я уже отметил или отмечу даже сейчас, что по данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, у нас сектор зданий в стране сейчас потребляет примерно уже 43% первичной энергии. Этот сектор обогнал уже даже промышленность. Значит, и, конечно, зданиям требуется, к сектору зданий требуется повышенное внимание, учитывая то, что в стране принята стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года. И как раз вот одним из вариантов решения этой проблемы может стать переход на зеленое строительство. Ведь я уже выше сказал, что зеленые здания характеризуются снижением негативного влияния на окружающую среду и климат, в особенности, что касается энергоэффективности. Но тем не менее, в стране у нас пока сейчас порядка только 50 где-то зданий плюс-минус, которые сертифицированы по зеленым стандартам. Напомню, что чтобы здание считалось зеленым, его нужно сертифицировать. Так вот, в Казахстане сертифицировано порядка полусотни пока таких зданий. Это известные такие здания, как Park View Office, Green Tower, Эргодом в Алмате, в Астане это Мега Силквей, несколько жилых многоквартирных зданий, которые сертифицированы в Астане, это компании BI Group, Базис и некоторые другие. Хочу сказать, что по темпам зеленого строительства, конечно, мы пока отстаем от более развитых стран или стран Европы. И в чем причина кроется? По моему мнению, причина кроется в том, что долгое внимание этой проблеме как бы уделялось такое небольшое внимание. Это первая проблема, это чисто такая она ментальная. Люди в первую очередь обращают внимание при покупке, например, жилья, квартиры своей на место расположения здания, на планировку квартиры своей. Но в последнюю очередь они интересуются тем, а сколько они будут платить за тепло, воду, электроэнергию, применяются ли в здании какие-то зеленые технологии и как это будет отражаться на их здоровье. Мы интересуемся это, к сожалению, в последнюю очередь. Но, к счастью, наверное, потихоньку эта проблема выходит на первый план. Я уже отметил, что в этом году, например, мы столкнулись с дефицитом уже тепла в стране. Да? Были аварии вот в нескольких городах. И это как бы тоже такие первые ласточки, первые знаки для того, чтобы обратить внимание на это. Я вам сказал уже, что зеленые здания – это здания преимущественно высокого и очень высокого класса энергоэффективности. А это значит, что они на 40-60% могут потреблять энергию меньше, чем потребляют наши обычные здания. Поэтому эти здания нужно активно строить и развивать. Второй пример я уже тоже привел, это с водой, да, нехватка воды. Опять же, водосберегающие стратегии, внедряемые в зеленых зданиях, позволяют нам экономить до 40-50% воды в здании. Поэтому вот этим направлениям нужно уделять повышенное внимание. Я хочу отметить также, что, на мой взгляд, такой сравнительно низкий процент зеленых зданий у нас обусловлен, конечно, тем, что цена за ресурсы у нас пока сейчас низкая. Это имеется как конкурентное преимущество для страны, то есть мы можем производить с низкой себестоимостью какие-то товары, услуги, да, но с другой стороны это не мотивирует нас экономить ресурсы, энергию, воду, электричество, тепловую энергию. А между тем в развитых странах ресурсы, они достаточно дорогие. Например, в странах Европы стоимость одной гигакалории тепловой энергии доходит до 100 евро и больше. У нас в столице стоимость тепловой энергии составляет меньше $6 за 1 гигакалорию. То есть разы, чувствуете. Также и вода тоже. Несмотря на то, что у нас засушливая страна, но водные ресурсы у нас, вода сама как ресурс, она дешевая для населения, для промышленности, для потребителей в целом. И вот это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Хорошо, что мы имеем конкурентное преимущество, как я уже сказал, а с другой стороны, мы не мотивированы экономить.
Но другим мотивом для экономии у нас должно являться то, что эти ресурсы ограничены. Вода, водные ресурсы, они ограничены. Энергетические ресурсы, они тоже в той или иной мере ограничены. Хоть у нас и большие запасы угля, но уголь, известно, это неблагоприятный с экологической точки зрения вид топлива. Мы все свидетели в зимнее время, когда даже над столицей, это проветриваемый город довольно, да, повисает смог, да, и мы дышим вот этим неприятным газом, неприятным дымом. И поэтому бесконечно сжигать этот уголь, дешевый уголь, и потреблять дешевую энергию мы не можем. Мы не можем себе просто этого позволить. И позволить не можем, в том числе и по здоровью, потому что у нас ежегодно растет, к сожалению, количество астматиков, тех людей, которые жалуются на органы дыхания. Это тоже следствие урбанизации такой. И в этой связи вот процесс зеленого строительства, он должен войти сейчас на более высокий уровень. Во-первых, принята вот стратегия углеродной нейтральности. Во-вторых, вот эта нехватка уже ресурсов сказывается, тепла, воды, электроэнергии. Это все должно толкать к тому, что мы должны все больше и больше строить зеленых зданий. Чтобы такое здание построить и действительно его признать зеленым, его надо сертифицировать. Ну а процесс сертификации, наверное, я расскажу в следующий раз более подробно, да? Теперь у меня есть такой вопрос. Насколько сильно климат влияет на строительство? И сильно ли оно будет отличаться от обычного строительства, допустим, в том же сейсмологическом, в таком параметре? Или, вот, допустим, новости в Турции, когда было землетрясение, насколько устойчиво зеленое строительство, зеленые здания? Или оно ничем не отличается? Ну, вы знаете, вообще вот это немножко разные темы, потому что в зеленом строительстве сейсмика не анализируется, да. Если говорить о климате, то здесь есть связь, конечно, потому что мы должны учитывать те тенденции современные, которые есть в климате нашем сегодняшнего дня. Мы знаем, что происходит глобальное изменение климата, и это мы уже ощущаем на себе. Возникают волны жары, волны тепла, и вот это мы должны учитывать, возводя такие здания. Значит, во-первых, должна быть регуляция потребления тепла, особенно в зимнее время, потому что мы имеем волны тепла, когда не так нужно много энергии, и волны холода, когда, наоборот, мы мерзнем, и нам нужно больше тепла. Кроме этого, возникают вопросы, связанные с такими бурными осадками, когда увеличивается частота экстремальных осадков. То есть обрушивается ливень на город, например, с ветром, и это приводит к негативным последствиям для зданий. Возникают протечки, там срывает крыши, кровли и так далее. Опять же, это немножко разные темы, не относящиеся к зеленому строительству, но вы спросили, как влияет климат, я ответил. Немножко это связано с зеленым строительством, где есть регуляция, где есть термостатика, где есть автоматизированные системы управления температурным режимом в здании, это есть зеленое. То, что касается внешних рисков, внешних факторов, любое вообще здание, возводимое сейчас, оно должно учитывать эти риски климата. Строительные нормы, они это все учитывают. И все зависит от того, как качественно построено здание. Если здание построено по всем современным нормам, то оно устоит и при ветре, и при дожде, и при землетрясении. Вот. Но если качество строительства будет плохим, то, конечно, тут никакая даже зеленка не поможет. Да? В этой связи мы разводим эти, конечно, две темы и говорим о том, что климат учитывается обязательно, он учитывается при строительстве, там и сейсмика, там и геометрия здания, и его физические параметры. Но зеленость здания, она больше направлена на то, чтобы учесть роль климата уже при потреблении энергии, воды, там, тепла и тому подобное. Все, на этом мои вопросы на сегодня закончились. Спасибо вам большое Здорово. За ваше время, за то, что дали вот эти вот. Я, честно, сама не знала, что такое зеленые технологии, хотя присутствовала на тренинге, все равно еще не поняла. Но теперь, в принципе, мне кажется, это очень интересно и должно быть в Казахстане. Я думаю, что чем больше будет такого рода репортажей про зеленые технологии, зеленое строительство, тем мы быстрее и вместе построим наш зеленый Казахстан. Спасибо. Спасибо вам.